Уважаемые депутаты, очень печально наблюдать то, как с нашими гражданами обращаются в Российской Федерации. Россия – это наш стратегический партнер, но когда видишь, как блокируют счета нашим гражданам, вводят несоразмерные правовые ограничения, такие причем ограничения, которые не вводит ни одна страна в мире против наших граждан, задаешься вопросом, а как так стратегический партнер может обращаться со своим союзником, партнером, другом? И в этой ситуации, это геополитика или политика, внешняя политика, с этим должны разобраться главы государств. В рамках евразийского экономического пространства вообще такого не должно быть. Мы не должны быть там второсортными или непонятно еще какими. И хочется попросить наше Министерство иностранных дел. По Конституции мы обязаны защищать своих граждан за пределами страны. К сожалению, граждане наши обращаются в консульство, посольство, а им отвечают не живые люди, а чат-боты. И вот граждане задаются вопросом, почему так в трудную минуту мы пишем, нам чат-бот отвечает, что обращайтесь туда, делайте то, делайте это. Я попросил бы наше Министерство иностранных дел срочным образом оказывать всяческую поддержку. Надо потребовать от каждого сотрудника посольства, консульства, в том числе от самого посла и консулов, которые находятся в Российской Федерации, чтобы они оказывали всяческую правовую поддержку нашим гражданам, чтобы они объяснили все те меры ограничительные, которые были введены в Российской Федерации. Мы их отменить не можем, но мы можем помочь нашим гражданам выбраться оттуда, уехать оттуда со своими деньгами. И вот в этой части надо оказывать помощь. Я очень прошу Министерство иностранных дел серьезнее отнестись и не обходиться просто заявлениями, объявлениями. Надо потребовать от всех сотрудников, которые работают в Российской Федерации, чтобы с сегодняшнего дня они общались с нашими гражданами. Не чат-боты использовались, сами должны общаться, сами должны встречать, сами должны оказывать помощь. Алмаз Ахунджанович, я надеюсь, что вот такое поручение будет.